На сегодняшний день для широких кругов и для их интересов вопрос оккупации Грузии является выгодной темой. Кроме этого, некоторые из них обсуждают абхазский вопрос в желаемой для них форме и представляют текущие процессы в этом регионе Грузии, его историю с благоприятной для них точки зрения. Особенно поразительно то, что некоторые из них считают нахождение Абхазии в составе Грузии заслугой России и намеренно скрывают роль Кремля в оккупации исторических территорий Грузии, к чему Россия всегда стремилась и даже достигла этого на какое-то время. Провозгласив независимость в начале 1990-х годов, Грузия вышла из многовековой аннексии России. Тем не менее, Кремль продолжает оккупационную политику по отношению к Абхазии и Цхинвальскому региону. Цель этого видео как можно более кратко представить роль Абхазии в формировании единого грузинского государства, основываясь на исторически значимых фактах. В этом документальном фильме, который будет состоять из 4 частей, мы кратко опишем процессы, происходящие в Абхазии в начале 1990-х годов, хотя размышления об этих процессах и установление фактов является большой и отдельной темой. Было бы целесообразно рассмотреть краткую предысторию и получить представление о том, что было причиной братоубийственного конфликта в Абхазии, который в Грузии называют российско-грузинской войной. Грузия, как подтверждают исторические источники, и все с этим согласны, представляет собой государство, созданное неразрывным союзом культур колхо-иберийской, то есть картвельской цивилизации. Исторически древние абхазы всегда были носителями культуры колхидской, то есть западногрузинской цивилизации, и до позднего средневековья в этническом смысле являлись одним из западногрузинских племен. Тут речь идет именно о древних абхазах, а тех, которых сегодня называют абхазами, это северокавказские переселенцы, которые начали миграцию в Абхазии в 16-18 веках, и которых мигрелы, сваны и другие жители Западной Грузии начали именовать в честь региона, где они обосновались, то есть абхазами. К этому периоду мы, конечно же, еще вернемся и очень подробно его разберем. А теперь продолжим рассказ о преисторическом периоде Абхазии. Колхидская культура произошла от местных племен, которые принадлежали к грузинскому этнокультурному миру. Абхазия в более поздних исторических источниках упоминается как Колхида, а племена, в том числе абхазы, проживавшие на этой территории, признаны грузинским этническим единством. В первом тысячелетии до нашей эры древногреческими и древноримскими историками на территории современной Абхазии документально представлены существование колов, месхов, колхов, караксов, кениохов, санигов, чанов, сванов, колхов и так далее, которые имеют грузинское происхождение. Непосредственно в Абхазии находятся места обитания первобытных людей, населенные пункты эпохи Ашели в пригороде Сухуми, Яшхва и Пирцхва. Период позднего палеолита показывает формирование позднепалеолитической культуры на всей территории Западной Грузии. В период мезолита происходит освоение Западной Грузии, прежде всего ее северо-западной части, то есть территории современной Абхазии. В период неолита существует некоторое сходство между каменным орудием, найденным на территории Абхазии, и аналогичным орудием из южных памятников Колхиды. Во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры поселение возле Очамчире показывает сходство с поселением колхидской низменности. В начале бронзового века на территории Абхазии началось распространение так называемой тальменской культуры. Тальмены представляют собой четырехстенную конструкцию из крупных плит с пятой плитой, которая служила крышей. Доказано, что в погребениях тальменов найденные предметы материальной культуры являются местного происхождения. Таким образом, материальная культура Западной Грузии не претерпела каких-либо кардинальных изменений в раннем бронзовом веке. Регион западнее реки Гумисты активно участвовал в создании такого важного атрибута, как колхидская культура. Это, несомненно, свидетельствует о том, что основная линия развития материальной культуры в Абхазии не менялась.
Чтобы выяснить, на каком языке разговаривали племена на территории современной Абхазии и к какой этнической группе они принадлежали, очень важно выяснить, существовала ли здесь единая материальная культура. Археологические находки однозначно указывают на то, что материальная культура здесь, в Абхазии, единая, и развивалась она непрерывно. Отсюда следует заключение, что племена, создатели и носители этой единой материальной культуры являются родственными по происхождению. Современная наука установила, что миф об аргонавтах основан на реальных исторических событиях. Греки с незапамятных времен знали Грузию и в тот период дали название Колхида, а его главной реке Рионы, Фазис. Миф об аргонавтах повествует о походе греков в царство Аета в Западную Грузию, где с помощью дочери Аета Медеи аргонавты во главе с Исоном заполучили золотое руно и привезли его в Грецию. Этот миф был чрезвычайно популярен в Греции, затем распространился по Европе и стал источником вдохновения для многих писателей и поэтов. Миф об аргонавтах дает ценную информацию о царстве Колхиды, в которое входит вся Западная Грузия, включая современную Абхазию. Царя этого государства звали Ает или Аэт. Согласно имени царя Аета, эту территорию, Западную Грузию, называли Айя или Эа, так как по-гречески Аэт означает «житель Аи». Тут очень важный момент. Западная Грузия меняла свое название несколько раз. В свою честь имя давали племена, которые правили в то или иное время территории. Таким образом, когда колхи стали сильнее остальных и правили, то Западная Грузия приняла название Колхеты, то есть Колхида. Но это также было продолжением того же царства Аета. Спустя много веков править начала другая грузинское племя – Лазы. И в древние века появилось государство Лазика, по-грузински Эгриси. И только к 8 и 9 столетиям, когда настала эпоха правления еще одного западногрузинского племени абхазов, вся Западная Грузия была названа в честь абхазов, то есть Абхазия. Это событие указывает на то, что абхазы в Западной Грузии были такой же ограниченной частью общего грузинского единства, как колхи, лазы, саниги, мисиманы, сваны, то есть древние абхазы были грузинами, и Абхазское царство было грузинским государством. Таким образом, миф об аргонавтах указывает на то, что в древние времена здесь, на западе Грузии, неотъемлемой частью которой была и Абхазия, существовало государство высокой культуры и цивилизации. Как уже сказал ранее, согласно источникам античного периода, территория современной Абхазии является частью царства Колхиды, а затем и его преемника царства Лазики, Эгриси. Племена, проживающие на этой территории, принадлежат грузинскому этническому миру, то есть это были мигрелы, сваны, месхи, абхазы и так далее. В 8 веке абхазы заложили основы царства Эгриси Абхазетии на территории Западной Грузии. Царство абхазов стало основой политического союза феодальной Грузии. С 11 века в титуле царей единой Грузии на первом месте был царь абхазов. Царь абхазов, Картвелов, Ранов и Кахов, Ширванша и Шаханша. Зарубежные источники эпохи Единой Грузии повествуют, что согласно абхазскому происхождению правящей династии Абхазия означала Грузию, соответственно, Абхаз означает грузин. Царство западных грузин, абхазов, было основано в результате ослабления старого Колхидского царства. В VI веке война между двумя крупнейшими империями мира, Византией и Персией, которая продолжалась в Западной Грузии в течение 20 лет, разрушила центральные районы страны. В VII веке в Грузию было установлено арабское господство, а в первой половине VIII века на Западную Грузию обрушилось нашествие арабов во главе Мирвана II. В это время грузинскими войсками у Анакопии командовали князья Картли, Мирьян и Арчил. Как пишет современник тех событий историк Джуаншер Джуаншерьяни, грузинской армии вместе с представителями других регионов Грузии сражались также 2000 жителей Абхазии. Князь Мирьян погиб, защищая Сухуми. Согласно другому средневековому историку Леонтию Мровели, в то время как восточно-грузинские князья обороняли Анакопию, глава Абхазии Леон находился
находился с объединенными грузинскими войсками в крепости Собги на перевальных путях Кавказа со стороны Осетии. Либо он защищал как западную, так и восточную Грузию от вторжений с севера, либо он пытался договориться с аланами о союзе, направленной против арабских захватчиков. В знак дружбы царь Арчил отдал в жены свою племянницу, то есть дочь Мириана, Леону, и закрепил за ним княжество Абхазия. После кончины Арчила племянник и наследник Леона I, Леон II, воспользовавшись тем, что Византия из-за внутренних конфликтов в то время не могла активно вмешиваться во внутренние дела Экриси, предъявил свое легитимное право и в начале IX века в Кутаиси сошел на трон и стал правителем единого западно-грузинского царства и объявил себя царем. Таким образом, в Западной Грузии было основано новое царство абхазов. Такое название царство получило от названия правящей грузинской племени, то есть абхазов. Это царство стало продолжением древней традиции, которую заложили в Западной Грузии те или иные племена, которые в период своего правления в Западной Грузии называли эту территорию своим именем. В случае колхов – царство Колхида, в случае лазов – царство Лазика и в случае абхазов – царство абхазов. Примечательно, что армянские источники по-прежнему царство абхазов называли Эгрисси и считали население этого царства грузинами, их царей грузинами. Это демонстрирует идентичность Эгрисси, то есть Западной Грузии, с царством абхазов. Никаких следов присутствия современных абсуа-абхазов на территории этого царства не присутствует. Центром царства абхазов был Кутаиси, грузинский город, и население этого государства был грузинским. Государственный язык, как указывают персидские, арабские, а также армянские источники, был грузинский. Царь Леон в церквях литургию с греческого заменил на грузинский. Цари абхазов начали борьбу за объединение Грузии, и к концу X века значительную часть Картли и Кахети, а также некоторые районы Южной Грузии царь Леон присоединил к западно-грузинскому, то есть к абхазскому царству, тем самым заложил фундамент объединению всей Грузии. Из истории известно, что после объединения Грузии зарубежные историки в своих очерках в XI-XII веках часто называли Грузию Абхазией, а царей Грузии царями абхазов. Это указывает на то, что объединителями Грузии являлись цари абхазов, которые впоследствии имя своей династии, своей племени распространили по всей территории Грузии. Конечно же, все эти данные относятся к грузинам-абхазам. Никаких следов присутствия современных абхазов Апсуа, то есть переселенцев с Северного Кавказа, в Абхазском царстве не засвидетельствовано. Давайте сегодня на этом остановимся. Дальше вас ждут удивительные факты и неизвестные исторические данные об Абхазии и в целом о Грузии. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.